указательным пальцем кончику носа подведите. Другой рукой. Все, можете сесть. Сейчас Фатима Мурзабекова чувствует себя хорошо, но для профилактики решила пройти углубленную диспансеризацию, ведь несколько месяцев назад переболела ковидом. Женщина и не думала, что такие простые симптомы могли привести к такому серьезному неврологическому заболеванию. После ковида все мои болезни, так сказать, усугубились, поэтому я решила пройти. В основном у меня с нервной системой стали проблемы, я стала более раздражительной, ночью заснуть не могу нормально. Соответственно, целый день, если ты не выспался, состояние бывает не очень. Поэтому решила пройти и посмотреть, немножко себя поддержать, так сказать, чтобы совсем уж не расшататься. В таких случаях велик шанс полного выздоровления. С начала года в Назрановской районной больнице диспансеризацию прошли порядка 1000 человек. Самые распространенные диагнозы – сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания, а также сахарный диабет. Вывод простой – проходить диспансеризацию необходимо, даже если вы хорошо себя чувствуете. В основном все наше население поздно обращаются. Это как бы всегда было, есть. Но очень часто, опять же, есть случаи того, что мы выявляем. Например, есть просто начинается жалоба пациента, начинается с головной боли. Мы направляем на исследование, МРТ, КТ исследование, и выявляем там какие-то новообразования, кисты. И в дальнейшем, конечно же, это уже как профилактика идет. Здесь и терапевт, и окулист, УЗИ, флюорография и лаборатория. По сути, такой осмотр – возможность проверить здоровье с помощью самой современной медицинской техники. Диспансеризацию обычно проводят в 2 этапа. Первый – скрининг или первичное обследование, как правило, длительностью от 3 до 6 часов. Второй этап, если необходимо, уточнение диагноза. Во второй этап у нас уже входит непосредственно консультация с какими-либо узкими специалистами и инструментальные методы обследования в виде колоноскопии при необходимости, КТ органов грудной клетки и так далее. По окончании диспансеризации выставляется группа здоровья, и уже по заболеванию, если какое-либо заболевание было выявлено, он ставится на диспансерный учет. И в дальнейшем уже участковый терапевт его осматривает согласно приказу 173, в котором указано, сколько раз в год необходимо осмотр того или иного пациента с каким-либо заболеванием. В России диспансеризация проходит с 2013 года. Единственное ограничение – возраст. Пациентам от 18 до 39 лет проводить ее положено 3 раза в год, а после 40 желательно ежегодно. Чтобы полностью проверить свое здоровье, достаточно при себе иметь паспорт, полис ОМС и обратиться в регистрацию в ближайшей поликлинике. Буквально пару месяцев, как немножко диспансеризация снизилась, но в связи с тем, что уже все в данный момент у нас наблюдается снижение, диспансеризация возобновлена, и, соответственно, мы приглашаем все население в Назрановскую районную больницу, то есть, а именно по участку уже. На сегодняшний день, по данным медиков, более 30% нашего населения здоровые люди, практически не имеющие каких-то опасных факторов риска. 40% взрослого населения имеет как минимум одно хроническое заболевание и требуют постоянного наблюдения и лечения. Оставшие люди без еще сформированных заболеваний, но с большим количеством факторов риска, которые вызывают опасность, в том числе внезапной смерти, в течение ближайших 10 лет. Хава Кагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.